السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Месяц Рамадан – это месяц Корана, в котором он был ниспослан. И, несомненно, одним из наилучших поклонений в этот месяц является чтение Корана и размышление над его аятами. С этой целью мы продолжаем с вами толкование выборочных аятов, которые мы будем читать сегодня в таравих намазе. И сегодня у нас в таравихе будет сура Аль-Анкабут, паук в переводе. И сура эта мекканская. Мекканская, то есть она была ниспослана до переселения из Мекки в Медину. У нас существует разделение сур на мекканские и мединские, Маккия и Мадания. Так вот же суры, которые были ниспосланы до переселения из Мекки в Медину, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, называются суры мекканские. А те, которые были посланы уже после переселения, называются мединские, хотя они могли быть посланы уже даже в других городах помимо Медины, может даже в самой Мекке, но все равно будут называться мединскими. Сура Аль-Анкабут. Бисмиллахи ар-Рахмани ар-Рахим. Всевышний Аллах говорит: Алиф лам мим. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Разве полагают люди, что они не будут испытаны после того, как скажут: мы уверовали? Всевышний Аллах задает вопрос: разве вы полагаете, что скажете «Аманна», мы уверовали, «Ла иляха илляллах Мухаммад Расулуллах», встанете на этот прямой путь, и все тем самым обезопаситесь, и вас не коснутся никакие испытания и трудности, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. И в продолжении: وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Ведь мы испытали тех, которые были до них, и тем самым Всевышний Аллах видит тех, которые были правдивы в своей вере, и тех, которые являются лжецами. Всевышний Аллах задает вопрос, и над ответом на этот вопрос каждый должен задуматься. Разве достаточно человеку сказать «я уверовал», и это обезопасит его от испытания трудностей в этом мире? Ему разве не надо доказывать правоту своей веры? Несомненно, нужно. Ведь даже в наших человеческих отношениях мы не полагаемся лишь на слово человека. Пришел кто-то к нам, сказал: я с вами, да, в какой-то идее, в каком-то деле, я из вашего числа. Однако мы не будем его полноценно ему доверять и считать его правдивым в своих словах, пока он на деле не докажет это. Эшенде көрсетмесе, біз ол кішіге ашамыз, что? Одними словами только мы не удовлетворимся. И Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля поэтому задает вопрос: подумайте, разве достаточно человеку просто сказать «я уверовал», и все, ему будут открыты врата рая, и в этом мире он заживет прекрасной, беззаботной жизнью, и его не коснутся испытания? Конечно же нет. Человек должен пройти эти трудности и испытания
и доказать свою веру, свою правдивость и покорность Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Ведь именно во время трудностей и испытаний и познается его искренность. Ведь религия – это не только совершение религиозных обрядов, чтение намаза, пост, садака, хадж. Религия – это полностью то, как мы строим свою повседневную жизнь. И как мы поступаем, если в жизни появляются какие-то трудности и испытания. Пришло испытание, что будет делать человек? Будет ли он идти и придерживаться пути, на который указал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, а он непременно будет сложен и труден, или же он приступит к границе дозволенного, впадет в грехи и будет искать пути запретные для решения этой своей проблемы, которая возникла с ним в жизни. Это и есть испытание веры человека. Подобные аяты Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в Коране в нескольких местах тоже задает. «Ам хасибатум ан тадхулул джанната, ва лимма я'лам Аллаху алладhina джахаду минкум, ва я'лам ас-сабирин». Разве вы полагаете, что войдете в рай, прежде чем Аллах увидит тех, кто старается из вас и проявляет терпение? И также в другом аяте «Ам хасибатум ан тадхулул джанната, ва лямма я'тикум матhalу алладhina халу мин кабликум, مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله». Разве вы полагаете, что войдете в рай, прежде чем вас коснется то, что коснулось народы до вас? И коснулось аль-бa'са ва-дарра, трудности, горе, потери, испытания. До тех пор, настолько были трудные и сложные времена, что они сказали своему посланнику, обратились, когда же придет помощь Всевышнего Аллаха? «Аля инна наср Аллахи кариб», воистину помощь Аллаха близка. В этом мире человек, каждый из людей испытывается. И Аллах Субханаху ва Тааля обещал, что будет испытывать каждого из нас. И суть испытания именно в том, как человек поведет себя в определенной сложной жизненной ситуации. Будет ли он крепок, будет ли прибегать за помощью к молитве, к намазу и терпению, как Аллах говорит: «Васта'ину бис-сабри вас-салях», прибегайте к намазу и к терпению, когда будет трудно, тяжело. Или же он подастся своим страстям. Кто-то топит свое горе в спиртном, в грехах, в играх, может быть, в бездействии, поедает самого себя. Здесь человек испытывается его верой. И испытания, трудности, они приходят в зависимости от набожности человека. Чем он более богобоязненным, тем и труднее будет ему. Как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ашадду наси балаан аль-анбияу». Люди, которым пришло самое сложное испытание, трудности, это были пророки. Потому что пророки — это самые лучшие из людей, самые праведные рабы Всевышнего Аллаха. Из-за этого им пришли самые сложные испытания. Для этого нам достаточно изучить историю, сиру пророков, что они повидали, через какие трудности они прошли. Ни в какое сравнение не идет с теми трудностями, с которыми мы сталкиваемся с вами. А далее кто? А далее говорит: «Thumma as-salihun», далее праведники, «Thumma al-amthal fal-amthal», а далее уже те, которые ближе к ним и ближе к ним. Ближе, то есть
своей праведности и богобоязненности. И чем ближе чем ближе человек к Аллаху, чем он богобоязненнее и праведнее, тем сложнее и труднее испытания. Почему? Потому что если человека не испытывать, то у него не будет никакого роста. Если ему будут приходить легкие испытания, не подстать его уровню богобоязненности и веры, то он не будет развиваться дальше, а то и может, наоборот, его вера ослабнуть. И также наоборот, если человек слаб в своей вере, и Аллах возложит на него испытание, которое он не сможет выдержать, то есть риск того, что человек вообще перестанет быть верующим. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля по своей мудрости посылает испытания в той степени, которая соответствует богобоязненности и вере каждого. И чем дальше ты будешь идти и расти, тем сложнее будут испытания. Однако это лишь увеличит положение человека перед Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля. Таким образом, этот вопрос «Ахасиба ан-насу ан ютраку ан якулу аманна ва хум ла юфтанун». Разве полагают люди, что их оставят и не будут испытывать, не будут подвергать разным трудностям, как только они скажут «мы уверовали»? Нет, испытание непременно будет. Ведь вся эта жизнь – испытание. И посредством испытания мы доказываем свою праведность и свою покорность Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. И самое важное, во всех этих трудностях и испытаниях не переходить границы дозволенного, а поступать так, как повелел Всевышний Аллах. И если мы будем поступать так, как сказано, то, несомненно, Он одарит нас своей помощью. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, говорит Аллах, и тот, кто боится наказания Аллаха посредством совершения Его повелений и оставления запретного, то Аллах непременно укажет ему выход из любой ситуации. В жизни разные моменты бывают, разные трудности приходят, будь то в семье, на работе, здоровье, любые другие, разного рода бывают сложности. Так вот же, когда приходит вот эта сложность, самое важное – оставаться на ат-таква, богобоязненности, не переходить границы дозволенного. И если человек таким образом поведет себя, то Аллах покажет ему выход. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, и этому человеку даст он удел оттуда, откуда он этого даже не ждет. Однако, если человек в момент трудности и испытания поддастся своим страстям, слабости, будет искать окольные запретные пути, то Всевышний Аллах лишит этого человека своей помощи и поддержки. И не преуспеет этот человек, несомненно. Далее Аллах говорит: «Ам хасиба алладина я'малуна ас-сайyi'ати ан ясбикуна саа ма яхкумун». И разве полагают те, которые совершают злодеяния, что они спасутся от нас? Как же скверно они размышляют. Разве полагают те, которые совершают грехи, злодеяния, что они спасутся? На чем основываются они, полагая таким образом? На том, что у них в жизни все хорошо. И порой человек обманывается этим, думая, что раз в жизни у него все складывается прекрасно, значит, Всевышний любит его и облагодетельствовал его. И если приходят какие-то трудности и испытания, думает, что Всевышний пожелал наказать его. Однако все совсем наоборот. Это не связано. Благая жизнь, прекрасная жизнь человека – это не доказательство и не указание на любовь Всевышнего Аллаха. Как в суре Аль-Фаджр Аллах говорит: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. И когда же человека его Господь одарит
человек скажет: мой Господь был щедр ко мне. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رب أهانن. А тогда же, когда его Господь его удел уменьшит, человек скажет: мой Господь меня унизил. Калля, говорит Всевышний Аллах, нет. То есть любовь Аллаха и его благосклонность к человеку, она ни в коем случае не связана с его материальным положением и прекрасной жизнью в этом мире. Нет. Человек может очень хорошо жить, однако быть под гневом Всевышнего Аллаха. Или это богатство, которое ему даровано, оно лишь для того, чтобы человек все больше впал в грехи, в злодеяния, чтобы еще сильнее его наказать в следующей жизни. А порой человек может быть праведником, праведным рабом Всевышнего Аллаха, но жить в трудностях и испытаниях. И эти трудности и испытания лишь для того, чтобы укрепить этого человека и возвысить его степенями перед Всевышним Аллахом. И чтобы в следующей жизни даровать ему еще большую награду. Таким образом, Аллах говорит нам: разве полагают те, кто совершает грехи и злодеяния, что они спасутся? Да, порой даже человек, когда совершает грехи, злодеяния, и потом, не получая в этом мире наказание, кару, скажем, он полагает, что все обошлось. Я совершил грех, совершил злодеяние, никто об этом не узнал, никто ничего не заметил, все обошлось. И даже не кается об этом совершенно. Думает, он спасся. Нет, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля будет спрашивать за каждое это действие. Даже за малейшее деяние человек перед Всевышним Аллахом в судный день предстанет и будет отвечать. Далее Аллах говорит: «Ман кана ярджу ликаа Аллахи, фа инна аджал Аллахи лаат, ва хуа ас-сами'уль алим». И тот, кто надеется на встречу со Всевышним Аллахом, то поистине срок, предписанный Аллахом, он придет. И он слышащий, знающий. То есть это радостная весть людям, которые надеются на встречу с Всевышним Аллахом. То есть они стремятся к этому, совершают благие деяния, поклоняются Всевышнему Аллаху. То Аллах говорит: это время придет, и вы непременно подойдете к своему Господу. И Он видит, слышит и знает те благие деяния, которые совершаете. Поэтому вы старайтесь как можно больше еще совершить поклонение, чтобы приблизиться к Аллаху. И далее Аллах говорит: وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Вот это важное правило, на которое Всевышний Аллах указывает. И тот, кто проявляет усердие и старается, борется со своими страстями и пороками, то он делает это лишь для себя. А Аллах же, Он не нуждается ни в чем и ни в ком из всех миров. Вот это важное правило. Подобное этому аяту есть и другие аяты со смыслом, что человек, который совершает благие деяния, который следует религии, выстаивает намаз, постится, это все он делает для себя, и обернется оно лишь ему пользой. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля не нуждается ни в чем из этого. Мы не можем его как-то обогатить еще больше. Нет, Всевышний Аллах Аль-Гани, он ни в чем не нуждается. И наши злодеяния, наши грехи мы также совершаем лишь во вред себе. От этого никто не страдает, кроме нас самих. Человек не может Всевышнему Аллаху как бы там ни было навредить. Даже если все люди вместе, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, все люди вместе, первые и последние, будут как самый праведный, богобоязненный человек, то это не прибавит Аллаху ничего. И если они будут все как самый грешный и порочный человек, то это не уменьшит у Аллаха ничего. Все, что человек совершает или не совершает, это за него или против него. И человек порой этого не понимает. Он думает, что совершая религию, определенные религиозные обряды, он делает кому-то одолжение. И порой иногда даже встает на намаз с таким чувством, как будто он сделал одолжение Всевышнему Аллаху. Нет.
намаз наш, наше поклонение, наша милостыня, это все для нас самих. Всевышний Аллах одарит нас за это своими дарами. Таким образом, Аллах Субханаху ва Тааля возложил на нас определенные обязательства, однако эти обязательства, они лишь на пользу нам самим. От этого Всевышнего Аллаха ни лучше, ни хуже не станет. Это лишь для воспитания человека и возвеличивания его положения. И далее Аллах говорит: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. И те, которые уверовали и совершали праведные деяния, мы сотрем их грехи и злодеяния и одарим их наилучшим образом за то, что они совершали. Это определенно еще одно правило, которое указывает, что благие деяния человека, они стирают его грехи. «Инналь хасанати юдхибна сайиат». Благие дела стирают грехи. И как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям нам сказал: «Ваатби'и сайиата аль-хасаната тамхуха». И после злодеяния, если ты совершил ошибку, совершил грех, то непременно сделай что-то благое, что-то хорошее. Оно сотрет твой грех. Это указывает на величайшую милость Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля своим рабам. Более того, не просто стираются, из других аятов следует также, что эти грехи, они будут заменены благими деяниями. Не просто Аллах Всевышний прощает грехи человека, который покаялся, попросил прощения, оставил грех и совершил что-то хорошее. Нет, он еще вот эти грехи, которые человек совершил, он поменяет их на благие дела. Таков Всевышний Аллах, Ар-Рахман Ар-Рахим, милостивый, милосердный. И на этом мы, иншаллах, завершим. Напомним, это была сура Аль-Анкабут, Паук, мекканская сура. Сегодня мы ее в таравих намазе, иншаллах, будем читать. Алиф лам мим, ахасибан насу ан ятраку ан якулу аманна ва хум ла юфтанун. Разве полагают люди, что их оставят, как только они скажут: мы уверовали, и их не коснется испытание? Таким образом Аллах начинает эту суру. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука